Ну, выхода нет пока. Так будем записывать. Харакят баракят. Вы не думаете, что я там потерялся куда-то, что-то в этом роде? Не, альхамдулилля, я здесь. Просто будем уж так делать, что поделаешь. Ну, короче, мы поняли на том куске моего эфира. Я это потом буду перезагружать, само собой, оттуда скачивать, буду и ютубы распространять. Ну, короче, забыл сказать на том эфире. Вот у меня, я открыл запасными очень много ютубов. Вот вы могли бы зайти там, подписаться, если вам не трудно. Было бы классно вообще, да, ведь вот реально же как бы не трудно же нажать, да, и вот я смотрю, каждый спрашивает, ну, каждый говорит там подпишись, подпишись, да, и им как бы даже не западло об этом, понимаете? А мне порой было стыдно даже говорить там подпишись туда-сюда. Так и нельгянки бы был шагам, понимаете? Вот я сейчас постарался набрать через ботов, но оно все равно удаляется. Вот, допустим, вот это один из каналов. Башкорт Татар Алга 2025. Это раз канал. Там же, туда же зайдете, там другие каналы вы можете посмотреть. Вот еще один есть, там тоже 37 только подписчиков. Вот я пытался набрать, да, и вот набираю я каждый раз, открываю всякие Gmail, подключаю Gmail, да я уже устал, у меня сим-карт не хватает. И вот Куандык 2025, если кому не западло, можете же подкинуть там всем пацанам, друзьям, там Башкортстанда, Татарстанда әйтергә можете бит инде. Язылып куй дип менә шунда бит инде. Даже туганнарыгызга җибәрсәгез була бит инде. Скопировать минем нәрсәкәемне. Бөтен җирдә мин калдырам, ссылки оставляю. Можете скопировать и подписаться там. Я же как бы пытаюсь по эфирам выходить дальше, чтобы меня слушали там, и выводы делали какие-то там. Идти вам дальше убивать украинцев или не идти, вот что-то в этом роде, понимаете? И поэтому я считаю, что такое вот подписки, да, ведь вот, ну, кто там топит за независимость Башкортостана с Татарстаном, я думаю, ну, кишеляр безоговорочно, я думаю, могли бы подписываться вообще без проблем. Допустим, я вам всегда я говорил, у меня уже 3 канала YouTube бахнули, 2 ТикТока, ну, один сдох сам по себе, ТикТок, он пока висит уж так, а другой просто закрыли. И считайте, вот недавно у меня на 14 дней закрыли YouTube. Я не знаю, он оклемается оттуда, выйдет или я не знаю. Поэтому, как бы, сколько я веду эфиры, там по 200 человек на эфире у меня сидит, кто они, я не знаю. Но вот шуннан бетинде бір 50 киши бетинде можно же, наверное, набрать. Вот здесь вот показывает, что 50 человек, если наберешь, вот я вам покажу, чтобы вы не говорили, что я обманываю. Вот, вот, видите, если вот здесь зайдете, говорят 50 человек. Вот наберешь, я покажу, вот 50 человек, если наберешь, эфир начнется, говорит, понимаете? Эфир начнется, когда наберешь 50 человек. А вот я прочитаю еще раз. Продолжать создавать шотс, чтобы набрать 50 подписчиков и получить возможность проводить трансляции. Я не могу в эфир выйти. Потому что 50 человек я даже набрать не могу. А в других у меня каналах было 3900, самый большой был. Потом второй вот на днях закрыли. 2300 80 там или 390, что такое. Ну, грубо говоря, 2400 было. До этого 485 людей было, заблокировали полностью. В корень его удалили. В корень. Его нету вообще. Я не могу его найти даже. Все пропало внутри. Поэтому, если есть возможность, если вам не западло подписаться, Башкортстаннан Татарстандағы малай қыздарны мен шулай сұрап қалам енді. Ауыр болмаса подписаться етегіз. Шулай, рахмат. Үзігізді ашсаңыз бола. Үзігізді ашсаңыз, меңе айтсаңыз, я вам тоже подпишусь, понимаете? Как говорится, біз бетінде бары бір интерес боларға тиіс бізде. Нәрсе үшін күрәшәбез біз, нәрсе үшін қыланабыз мұнда вообще. Мына шулай арғайында. Ну, әрбіріге кішіні буйна асылып болмайында. Мен просто вам, как говорится, пытаюсь донести. Так, идем дальше. Опять какой-то ересь какая-то. Уже ужас просто, это просто ужас. Вот прям ужас написано тут, блин. Ужас. Прочитаю, вот, надеюсь, успею в течение 10 минут. Но все, я не буду читать, я его чуть-чуть читал, мне уже тошнит от этого. Вот историку Олегу Соколову, который жестоко убил и расчленил аспирантку, вернут орден почетного легиона. Я просто херею. Вот этому ублюдку,
вернут что-то, блядь. Вот этому ублюдку что-то вернут, блядь. Ужас в Питере. Всемирно известный ученый убил и расчленил студентку, блядь. Просто хуею, блядь. Это как можно вот в таком мире жить, блядь? Историку Олегу Соколову, который жестоко убил и расчленил аспирантку, вернут орден почетного легиона, блядь. Я хуею, блядь. Всем маньякам, нахуй, всем что-то возвращают. Я просто поражаюсь, блядь. Немного истории убийства. Я дохуя не буду читать. Мне хуево аж стало, блядь. В 2019 году русский ученый, историк, самое главное, блядь, русский ученый, блядь, нахуй. Сука, я хуею, блядь. У себя в квартире жестоко убил и расчленил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко. Мужик старый, блядь, какой-то. Анастасию Ещенко, 24-годную. Удивительно, но уже спустя несколько часов после убийства Олег Валерьевич счастливо принимал гостей, а те даже не подозревали, что в квартире находится труп. Историк пил коньяк, закусывал бутербродами с красной икрой и расхваливал горячо любимого Наполеона. Проводив друзей, решил, что самое время приступить к распилу, как говорится, для русского мерзавца дело под руку. Стал смотреть, как вынести тело, и тут понял, что тело, которое я легко поднимал, когда она была жива, я не могу поднять. Я попытался приподнять тело, понять, как это вынести. Понял, что мне не справиться. Тогда я понял, что придется разделить тело. Представляете, разделить тело. Мне аж фильм ужасов, блядь. Блядь. Детали этого омерзительного действия я не помню, заявил историк. Ну, дальше я не могу читать, нахуй. Если кому интересно, прям фильм ужасов, улица Вязова и так далее, вспомнить Фредди Крюгер, нахуй, то вот вам в группу «О чем молчат Маваши Дивнич». Вот в эту хуйню. Это просто ужас. Я не могу, нахуй. Я чуть, нахуй, коньки не отбросил, когда первый раз читал, блядь. Вот такая вот хуйня. И тут продолжим дальше. Тайный доклад по Дагестану. Экс-чиновники республики стучат Путину. Доклад по Дагестану. Вывел этот черкес, короче, Рустам какой-то там. Рустам Рустамович, короче. И вот он что говорит, короче. Что в Дагестане, оказывается, есть газ. Представляете, нахуй? А я, блядь, думаю, я поражался, блядь. Чё у них дотационщики? Дотационщики. И никто мне ничего не говорил, что у них есть газ, блядь. Если у них газ есть, нахуй. Как они могут быть дотационщиками? Я не могу понять, нахуй. Олга, Дагестан, блядь. Не спать, блядь. Подняли жопы нахрен и на Москву. Да, а не орать мне, блядь, тут, что вы дотационщики, вы не можете, блядь, нахуй, жить без России, блядь. Что за нахуй, блядь? У вас газ есть. Аллах Таалям дал на всех землях есть свое какой-то плюс-минус. Все есть. В чем проблема ваша? В чем проблема? Хватит уже. Хватит. Нужно, как говорится, вставать и идти сражаться, как говорится, уничтожать Москву. Все. Вот наша задача всех. Башкортлар, татарлар, Ичкерия, Дагестан. Все мы должны объединиться. Все мусульмане этой пидорасии должны встать и уничтожить полностью, как говорится, эту долбанную нахуй Москву и так далее нахуй. Везде все разобрать. Как всегда, сейчас пару минут остается, добавлю. Дагестан должен быть до Воронежа примерно. Я всегда говорю, вот Кавказ вообще. Я говорю вообще на Кавказ, чтобы вот Чечня, потом Дагестан же идет. Короче говоря, до Воронежа должен быть Кавказ. Вот как вы там разделять будете? Вот так, вот так, вот так. Как хотите. Но до Воронежа должно быть Кавказ. Все. Вот это все ваше. А мы там у себя будем разбираться. Вот примерно у вас вот такой должен быть амбиции, вот такой аппетит, чтобы уничтожить нахуй. На окраинах нигде не должны быть узкожопые, а которые у вас внутри останутся, всех нахуй выебать нахуй и сделать с них тоже в дальнейшем дагестанцев. Все, наша задача кратко, ясно уничтожить, вернуть всю Украину обратно, а остальное оставить и создать своей независимой республикой, Алла Берса. Давайте Олга Дагестан, Олга Ичкерия и так далее. Все Олга. Продолжу сейчас запись дальше.